Ну, примерно, ребята, так я и работаю. Зачин такой сделал. Сегодня где-то метр, наверное, вычистил. И высота метр. Прессованного снега. Вообще прессованный. Так что, если на крыше метр, в тайге метр 10 это 100%. Вот так. Ну так, немножко. Если я все сейчас вычищу, у меня окно закроется, вон сколько осталось. Ну, спешить мне некуда. Сегодня столько, завтра, послезавтра. Как получится, могу за раз это все сделать. А сегодня все, шабаш. Сейчас я еще буду варить, ужин готовить. И больше ничего не сделаю. Силы надо тоже беречь. Завтра в путь. Завтра в путь. Здесь все вычистил. Вот как выглядит. Где-то сантиметров 20 осталось на крыше. Потому что там рубероид и полностью не убираю. Чтобы не лопалось там ничего. Или же острием лопаты не задеть. Ну как-то так. Все, шабаш. Ребят, я в избушке. Постелил уже белье. Ну, постелил уже постельное. Ну, вы поняли вообще. Здесь я буду отдыхать. На улице 12 градусов. 11-12, немножко ветерок такой. Я начал варить. Ну, по-быстрому я сварю макарон по-флотски. Вода закипела. И туда закинем, не жалея макароны. Что еще в тайге надо? Вот так. Примерно так. Чуть-чуть оставлю в пачке. С консервами сделаю. Немножко посолим. Фильм, слушаю, экипаж идет сейчас. Вспоминаю, давно уже не смотрел. Некоторые моменты уже подзабыл. Так, соль. Так, все уже комки тут остались, видно. Тоже от сырея там комки потом получаются. Ну, примерно вот так. Одной рукой снимаю, другой рукой все делаю. Вот так вот. Штатива нормального, ничего у меня с собой нету. Если этот экшн камерой, конечно, лучше все это дело делать. Но как могу, так и снимаю. Минут 10 покипит там, прокипит, и туда закинем еще, как воду сольем, закинем тушенки. И будет нам ужин и завтрак. Ну, окно открылось только, еще светло, но уже начинает там темнеть. А в избушке я уже с фонариком, без фонарика уже темно. О, тушняк. Тушняк. Как я понял, 6-я рота вроде начался фильм. Новая тушенка. Тут только мясо. Ничего больше нету. Мясо, мясо, мясо. Очень много мяса. Вон. Рекламировать не буду. Новая тушенка.
Два вида тушенки я взял с собой сегодня. Вот этот с мясом который. И вторая старая тушенка. Но это последняя очередь, наверное. Последний день оставлю. Вот такой ужин у меня будет. Люблю желе. 23 февраля. Такой ужин будет солдатский. Макароны по-флотски. Мы не моряки, но такое блюдо каждый вид войск кушает. Проходили через это такие крики. Прапорщики они такие. Настоящие прапорщики, которые учат молодежь. Вот так, еще немножко подержу тут на огне. На печка-то есть. И все. Будем ужинать. Пусть пропарится там еще немножко. Вот. Ну вот, ребятушки. Ужин у меня готов. Да. Все четко получилось. Знаете, я когда варил, там показал, немножко в пачке оставалось макароны, но начал варить и думаю, ну, добавлю. И полная кастрюля макарон получилась от одной пачки. Мне сегодня на ужин хватит, и думаю, на завтра еще останется. Сейчас 5 часов вечера. Сегодня после 5 я выехал. После 5. И вот до этого времени все еще был в делах, в пути, в делах. И сейчас вот только что начинаю ужинать. Праздничный ужин такой, 23 февраля. Знаете, вот еще надо было взять 250 грамм. Я не знаю, вот сейчас вот я ужин готовил, и действительно я только что вот подумал, что надо чуть-чуть было капнуть сегодня. 250 грамм, самое то, полбутылки. Выпил, и спится хорошо, и все нормально. Лишнее не надо пить, а 250 это уровень, можно сказать. Колбаски еще нарежем. И полноценный ужин будет. Самое главное, когда ты в пути, когда ты много ходишь, вот сегодня вот тоже сколько шел, и после такого похода всегда хочется пить. Много жидкости уходит с организма, и хочется много пить. Ну-ка попробуем. Нормально. Даже вкусно. Угу. Сейчас еще чай налью. Поужинаю в избушке. Ну, знаете, вот не нагрелась еще, где-то уровень вот от потолка где-то метр на тепло, потом все ниже, ниже, прохладнее, прохладнее, а там снизу вообще дубак. Я еще буду еще топить печку.
Я, можно сказать, даже, может, всю ночь еще буду топить. Дрова есть, в принципе. Пусть греется хорошенько. Вот так и прошел первый день. Без выстрела также. А я и думаю, что выстрела в какую-то пернатую дичь, наверное, не будет. Потому что вряд ли кого-нибудь мы увидим. Но все равно будут еще хотя бы завтра вот целый день у меня в планах. Я завтра еще возьму с собой хлеб на одну ночевку, еды. И в планах еще у меня, может быть, даже переночую в другой избе. Ну, как получится, не знаю. Сколько буду ходить. Просто по одному и тому же месту уже как-то неинтересно. И заранее тоже мечтать как-то, в принципе. Не знаю, только видеокамеру с собой брать, не брать. Что-то удастся, нет, заснять. Не знаю. Я думаю, макароны в каждой семье кушают именно в России. Хоть еще в походах, в фильмах некоторые показывают крутую еду, берут с собой колбаса. Но очень-очень вкусно кушают. Но дома все равно они живут на макаронах, как и все. Это традиционно у всех, в каждой семье макароны. Сегодня макароны вот сварил, завтра гречку может. Некоторые в Якутии, скажем, в основном, наверное, на рыбе, рыбу жарят, там кушают, в основном еда у них рыба. Не знаю. Каждый, в общем, каждый кушает, что есть, на что может купить, себе позволить. А я вот тоже не хочу, как бы, ну, как круто говорят, понтоваться перед камерой, что там круто варить, там показывать, что я такой богач, все у меня есть, там очень вкусно там готовить. В общем, как живу, то и показываю. Что кушаем, то и показываю. Дома, конечно, мы готовим в основном суп. Но тоже вот уже надоедает одно и то же. Вот, в принципе, тоже суп сваришь, там макароны там сделаешь с тушенкой или еще с какими-то, бывают макароны, потом купишь баночные там консервы, ну вот эти помидоры, также лечо бывает, с картошку жаришь. Честно, приедается. Приедается и даже немножко вот, как сказать, хочется, как в телевизоре показывают, супермаркеты. Очень большой супермаркет. Там все есть. Вот мне вот захотелось вот эти креветки. Я ни разу ни в жизни еще не пробовал. Вот
я бы взял, вот, скажем, десяток. Это возможно в больших городах. Сходят там, вот тебе захотелось креветок, он взял, купил, приготовил, как это готовится, я тоже не знаю, понятия не имею. И пробовал, съел. Ну, у нас что в Сыктывкаре? Лента, магазин, там тоже большие там магазины, эти магниты. И, скажем, в ленту я тоже зайду. И очень большой выбор. Ну, очень большой. Может, городским это тоже уже небольшой. А для сельского населения, вот из села, кто приезжает в ленту, там ты корзину возьмешь, который на колесах, и ходишь не спеша. Вот ты смотришь, проверяешь там, что тебе надо, покупаешь. Это хорошо. А у нас в селах, в деревнях, ну, однообразно там. Понимаете, вот. Ну, рыба, скажем, несколько видов рыбы и консервы, то же самое. Один плюс в больших городах, большие магазины, супермаркеты, там более большой выбор, конечно. Тебе вот захотелось семгы кусочек. Пошел, взял, соленый, для жарки, все есть. Вот. Ну так, немножко болтаю. Свои истории как-нибудь другой раз расскажу, что было. А сегодня, ну, подустал сейчас, покушаю и буду отдыхать. Сейчас уже стемнеет, все. 5 часов. Блин, холод идет от окна. Очень холодно. Сейчас тоже вот, ну, в YouTube канале смотрю, бывает там. Да, и фото на в Одноклассниках тоже вижу, там охотничьи избы, там так все круто сделано. Ковры, лампочки. Все как по-домашнему. Уютно все сделано. Газ там. Очень приятно в таких избушках, конечно. Светло, уютно ночевать. А у меня все по-старому еще. Обновлять как-то, ну, пока планов нету. Как придет время нижние венцы поменять, может быть, тогда я буду что-нибудь там, обновление какое-нибудь сделаю. Ремонт. А сейчас пока так. Мне лично хватает все. Самое главное, чтобы тепло было. А сегодня еще будет прохладно. Первую ночь. Избушка до такой степени там остыла. И холодно. Вот. Ну ладно, больше на сегодня уже болтать не буду. В общем, всех поздравляю еще раз с праздником. С 23 февраля. Всех мужчин. А я поужинаю и отдыхать. Все. Встретимся завтра. Завтра целый день на лыжах. Посмотрим, кого-нибудь увидим или нет. Что есть в тайге. Поглядим. Все, я отдыхать. Полная тьма уже на улице. Время 7 часов 13 минут. Слушая радио, закончился фильм. Пока не спится. Сколько угля. Полная печка. Пока тут дрова добавлять не буду. Вот так. А жарище-то какое.
Сколько жара идет. Утро 24 февраля. Проснулся, ну как, спал такими урывками. То просыпаюсь, то засыпаю. Как мы видим, я в футболке сейчас. Избушка очень тепло. Наконец-то нагрелась. Очень долго пришлось топить, греть. Но печку у меня не утухала, все время тлела, горела. Вот. Ну что, сегодня, как и говорил вчера, будем ходить, охотиться. Не знаю, что получится, конечно. Но последние дни охоты. И побродим еще пару дней. Сейчас я буду собирать рюкзак. Позавтракаю, попью чаек. На улице уже начало рассветать. И не мешкая уже выйдем в тайгу. Сейчас, в данный момент, 9 градусов, минус 9. Было вчера вечером 11, потом 10, потом 9, потом опять 10. Но сейчас вот 9. И вечером, думаю, будет, может быть, даже плюсовая. Как вчера я посмотрел, позавчера. Ну, не плюсовая, но до 5 градусов, наверное, погода поменяется. Потеплеет. Пару дней. Завтра еще будет тепло, послезавтра, может быть, уже 26 обратно похолодает. Вот в эти 2 дня еще можно побродить по тайге, потому что мороз, холодно, неприятно, а когда тепло, ходить легче, приятнее, не мерзнешь. Вот. Все, не буду терять время. Не знаю, много ли буду снимать сегодня. Ну, как получится. Вечером всяко поговорим, что и как. Увидел первого рябчика, ребят. Наверное, вон там сидит он. Где-то вон там. 100% он там сидит. Не взлетел ничего. Один рябчик. Короче, вот моя лыжня вчерашняя. Я тут ходил вчера, но я ничего уже не стал снимать. Туда-сюда сходил, там капканы снял и обратно вернулся в избу. А рябчик, первый рябчик за второй день. Вчера вот, вчера я тоже видел. Это второй рябчик получается. Их тоже трогать ни в коем разе не буду. Пускай размножаются. Хоть какая-то птица. Вот тут ходил он. Рябчик вон след. Прямо по моей лыжне. С утра уже ходил он тут. И взлетел. Ну сейчас глянем, может еще на той сосне где-то. Нет, не буду, наверное, сжечь аккумулятор. Я пауэрбанк даже с собой сегодня не взял. От избы недалеко, вон, по моей лыжне зайчишка бегала. Свежая. Сегодняшнего с утра. Ночью еще снежок такой был. Здесь он кормился, видимо, тут. И прямо по лыжне ходит. Один или два их тут, не знаю.
Вчера уже следы тоже были, это вчерашние, а здесь уже сегодняшние. Вон. Стою на просеке запад-восток. Пересекаю, я иду строго на север сегодня. На лыжне от избушки. Ну не знаю сколько там. 2 часа, наверное. Да, 2 часа ходьбы уже у меня. Нет, обманываю. Час 20 ходьбы. Сейчас я на время посмотрел. Ну там в основном ельник был. Я ничего там не снимал. Одного рябчика я еще видел. Сейчас вот вышел вот такой сосновый лес. Сосновый лес, такой небольшой участок. Потом опять ельник пойдет. Дальше опять сосна. Основная сосна там. Вот туда, к сосняку иду. И ни одной лунки пока не видел от крупной дичи. От глухарей. Нету пока ничего. Так что снимаю минимум. Ну, сегодня, так как тепло, очень жарко мне. Я уже спотел, да и рюкзак. Я не знаю, почему такой большой опять взял. Ну, на ночевку там еды, продукты взял. Вдруг буду в какой-нибудь чужой избе ночевать. Посмотрим, что получится. Пока идем гуляем. Время, ребята, 1 час уже. Я вышел на такое болото. 6:30, наверное, вышел. И 6 часов пути уже. Мощно я прошагал. Жестко уже устал. Все, не могу тут больше идти. Сейчас посмотрел по навигатору. До ближайшей избы 3 километра. Если мне обратно напрямик идти, строго по навигатору, минимум 8 километров до своей избы. И это для меня сейчас в данный момент очень далеко. И решил я сейчас, ребята, до ближайшей избы осенью, где я показывал, снимал, туда пойду и там переночую. Потому что силы все меньше и меньше остается. А как начнешь ходить по тайге, все время хочется больше и больше намотать километраж. Но знаете, вот сейчас такая проблема еще, что снег перестает держать. И вот термос у меня, наверное, я не знаю сколько там, грамм 200, наверное, воды осталось. Мне бы продержаться еще до той избы. Сейчас кипяток хотя бы выпью, даже чай не буду заваривать. Да кругом, в принципе, изба. Там изба, там изба, там изба. У охотников везде избы. Но туда уже на север больше не хочется идти. Сейчас я пойду на восток. И здесь на болоте попробую дозвониться до дому. Предупредить, что я не на своей избе сегодня буду. Мало ли что. Такие делишки, ребята. В одиночку тяжело ходить. Все, у меня организм предупреждает, надо возвращаться. Переночую там у охотников, в охотничьей избе. Там и дров нету, ничего нету, там буржуйка такая. И то хорошо. Надо идти еще 3 километра, больше 3 километров. Заготовить дрова и переночевать, сварить что-нибудь, кашки там. Консервы, каша, там все я взял. Мало, да вообще я не снимал, в принципе. Вот сколько сегодня уже за целый день ни одной боровой дичи я не видел из крупных. С утра только рябчика еще. Ладно, ребята, сейчас я отдохну минут 10 и буду шуровать в ту сторону. Здесь на болото уже не выйду.
Здесь ветер. Ну, как будет навигатор куда показывать, туда и пойду. Строго по навигатору, чтобы чтобы не терять время и силы. Я устал, ребят, честно говорю.